Китай вел свои войска на приграничной территории Таджикистана. Власти КНР аннексировали 1500 квадратных километров. Горно-Бадахшанскую автономную область правительство Таджикистана передало соседям в счет оплаты внешнего долга. Китай построит в Гбао базу для МВД Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие еще таджикские земли власти могут передать китайцам. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Власти Таджикистана заявили, что Китай построит базу в Горно-Бадахшанской автономной области, но принадлежать она якобы будет специальному отряду быстрого реагирования УБОП МВД Таджикистана. Это режимный объект будет построен на фоне захвата Афганистана талибами и в рамках соглашений между Министерствами внутренних дел Таджикистана и Министерством безопасности Китая. Гбао граничит с Китаем и Афганистаном. Абдурахмон Аламшазода, первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана, 27 октября сообщил в парламенте, что объект будет построен в селении Вахан Ишкашимского района Гбао. Согласно достигнутой договоренности, база специального отряда быстрого реагирования СОБР Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана в ущелье Вахан будет построена за счет средств, которые выделяются на безвозмездной основе. КНР берет на себя обязанность за предоставление необходимых для реализации проекта техники, оборудования, материалов. Таджикистан обязуется освободить ввоз оборудования в страну от налога и таможенных пошлин, добавил Аламшазода. Депутат Маджлиси Намаяндагон Талибхон Азимзода заявил, что эта специальная база будет принадлежать МВД Таджикистана. По его словам, все оборудование и техника, ввозимые в Таджикистан из Китая при строительстве базы, освобождены уже от таможенных пошлин. Бюджет строительства оценивается в 55 миллионов китайских юаней, что эквивалентно примерно 100 миллионов самани, сказал депутат. Талибхон Азимзода отметил, что строительство базы по просьбе Таджикистана будет осуществлено китайской стороной. На вопрос, предусмотрено ли присутствие китайских военных на базе СОБР в Вахане, он ответил отрицательно. «Там будут жить только семьи таджикских военнослужащих», сказал народный избранник. Но после этого собеседник сразу отказался от дальнейшей беседы, ссылаясь на то, что он не уполномочен комментировать некоторые вопросы. Так что есть риск, что они все же там будут находиться. И как вы думаете, возможно ли такое, что Таджикистан в будущем из-за долгов передаст эту базу Китаю, а вместе с ней и земли? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, еще в 2019 году газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на местных жителей и спутниковые снимки района сообщила, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в нескольких километрах от границы с Китаем уже 3 года находится секретная военная база Китая. В XIX веке в этом районе был передовой казачий пост Российской империи, но местные жители в беседе с американским журналистом утверждали, что сегодня в районе дислоцировано несколько сотен китайских военных. На спутниковых снимках базы в Таджикистане видно, что она состоит из 2 блоков зданий и нескольких высоко выкопанных траншей и укреплений. Комплекс строений находится недалеко от границы с Афганистаном, а военные укрепления позволяют держать под контролем основную дорогу, которая ведет из Афганистана в Таджикистан, говорилось в статье. Журналистам Вашингтон-Пост удалось сфотографировать китайских солдат в военной форме на базаре в Мургабе. Из знаков отличия на их форме следовало, что подразделение, которое представляет солдата, дислоцировано в Синьцзяне. Группу сопровождал таджикский переводчик, который помог солдатам закупить еду, в основном мясо яков, и пополнить запас на сим-картах и мобильных телефонах. Тем временем таджикский аналитик Абдумалик Кадиров связывает строительство базы СОБР в Гбао с угрозами безопасности на таджикско-афганской границе. Китай, решившись на строительство этой базы в Бадахшанском Вахане, прежде всего преследует свои интересы. Вахан – это регион, который всегда вызывал тревогу у властей КНР. Именно через Вахан уйгурские боевики исламского движения Восточного Туркестана могут попасть в Китай и организовать диверсии. Китай намерен в случае необходимости использовать эту базу МВД Таджикистана для защиты своих границ от нападений находящихся в Афганистане вооруженных группировок, считает аналитик. Китай и раньше выделял средства для оборонной сферы Таджикистана. Власти КНР выделили грант на укрепление безопасности таджикско-афганской границы, где планировалось строительство 3 комендатур, 4 пограничных застав, 4 пограничных постов и 1 учебного центра. В 2016 году в Душанбе при финансовой поддержке КНР за 19 миллионов был построен дом офицеров. В ноябре 2018 года в таджикской столице на китайские деньги был открыт Центр борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Как вы относитесь к такому тесному контакту Таджикистана и Китая, и чем это может грозить Таджикистану? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.